Реформа по реорганизации управления государственной системы назрела давно, говорит депутат парламента, председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. На прошедшем в недавнем времени заседании профильного комитета он представил презентацию, включившую в себя детальный план реформирования госуправления. На данном этапе предложения, как отметил Резо Зантария, носят рекомендательный характер. Помимо того, это же не созрело просто так, видение мое единоличное. Нет, это видение то, которое я смог собрать с единомышленников, да, общаясь с ними и получив от них не только согласие, да, а поддержку. Вот, что сегодня пришло время реформирования. За 30 лет сегодня исполнительная власть набрала такое количество штатного расписания, что для обслуживания, ключевое слово, да, для обслуживания 250 тысяч населения не нужен такой управленческий аппарат. Даже начиная с МВД, даже заканчивая электриком и врачом. Только нужно улучшить их эффективность и качество их труда. Вот что нужно сделать. Представленная реорганизация предполагает изменение самой структуры государственного управления, сокращение количества министерств и ведомств. Как следует из презентации, сохраняются 5 министерств по следующим сферам: экономика и развитие, инфраструктура, социальная политика, иностранные дела и силовой блок. В этом случае мы говорим, атрибутика министерства – это 1 министр, 2 заместителя, 3 секретаря, и пошло. Потом обязательно департамент, потом обязательно. А я говорю, убираем верхние слои, оставляем департамент, наделяем его прямое полномочие, и только остается 2 управления, если это в этом необходимо, пишем ему обязательно так называемое штатное расписание, обязательно его инструкцию должностную и мотивацию его денежных средств. Помимо реформирования самой структуры госуправления, в презентации нашли отражение ряд необходимых реформ в ключевых ведомствах. Как я уже сказал, это в первую очередь в самой структуре так называемой государственной власти. Ну и дальше уже по министерствам или так называемым по ведомствам. Нужно глубокую реформу провести в налоговой службе. Серьезную реформу нужно провести в здравоохранении. Это первоочередная задача, где нужно максимально использовать имеющие средства в максимальную пользу сегодня наших граждан. В образовании нужно также сделать. Также нужно сделать в таможенных органах. Практически вот 5 ключевых так называемых сегодня ведомств или там, министерств, как его угодно называть. Вот что нужно делать. Предлагаемые меры, по словам Резо Зантария, основаны на опыте реорганизации и модернизации систем управления, используемых в России. Это, например, реорганизация губернаторского корпуса. В Аргентине примером может послужить известная модель оптимизации организационных структур ключевых ведомств по системе 5Х и ряде иных стран. Для реализации реформы в Абхазии, как отметил Резо Зантария, необходимо использовать международный опыт и опыт стратегического партнера. На этом российские институты, именно реформирование, именно институты социологии и так далее, они получили колоссальный опыт, где могут дать хорошие, правильные рекомендации. Вот с этого нужно начать использовать именно их опыт. Мы, если будем поступательно, хорошо, глубоко изучать другие опыты стран, то сможем из этого извлечь то, что пригодится для нас и для нашего общества. На данный момент презентация концепции первоочередных мер по реорганизации системы государственного управления Абхазии носит исключительно рекомендательный характер и, по словам Резо Зантария, является итогом работы профильного комитета парламента. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.